В начале встречи озвучивают самые важные вопросы, которые стоят на повестке дня. К собравшимся обратился глава города Алихан Тумгоев, который отметил, насколько стремительно в различных сферах в последние годы развивается Назрань. Назрань региона 135 объектов айлай. 135 объектов за 135 объектов айлусовы с объектов баллок. Если это рабочие места, дополнительные налоги, пополнение бюджета города Назрань. Также мэр напомнил, что большинство проектов реализовано за счет внедрения госпрограмм, в том числе и комфортной городской среды. В этом году в городе также планируется реализовать еще 5 крупных проектов. На эти цели будет выделено 325 миллионов рублей. Что касается проблем и жалоб, то в основном жители Назрани волновали вопросы выделения земельных участков, асфальтирования улиц, слабого освещения, но больше половины обращений связано с коммунальными проблемами. Я купил участок за огромную сумму, свет, газ, 5 лет прошло, ни света нет, ни газа нет, ни воды нет. Совахавда администрация в Бургаде. Бокул узакон, десун газ, хочу, я оплачу в рамках закона. Нет, вам должен администрация провести газ. В компетенции властей лишь строительство центрального газопровода. Оказалось, что Иса Дарсигов газ к своему дому подвел незаконно, и комиссия отключила его от сети. Представители Межрегионгаза объясняют, такие меры были приняты в первую очередь, исходя из соображений безопасности. Шланговые соединения допустимы, шланговые соединения, пластиковые турб допустимые, по технологии, есть но здесь шуан зум болса, нагасен, по технологии шуан зум цена холихуан, цузома жёхтал здесь Газпроме. Проблему все же обещают решить в кратчайшие сроки. Следующий вопрос касается возведения мечети в одном из микрорайонов города. Жители жалуются, что прямо перед мечетью строятся дома, тем самым не оставляя площадки для автостоянки. Сар сугур цилигият учашкаркыр по 2 миллиона рублей оштигр. Дело сюда. Междика стоянки буду активить. Стоянка хамлет. Никакой междик, никакой стоянка. 6 миллионов стоянок суг. Так, сугур сбавьте отдаться. 6 миллионов, а сбор бюджета ожидаться. Обсудили на сходе и социально-экономическую ситуацию в округе, говорили о важности соблюдения правил дорожного движения, затронули тему нелегальной продажи спиртных напитков и необходимости усилить работу в военно-патриотическом воспитании молодежи до призывного и призывного возраста. Словом, тем для беседы было много. Проводим систематические сходы граждан. Цель их проведения – это выслушать желания, потребности, чаяния нашего населения, довести до них то, что планируется администрацией в этом году, в ближайшие годы. И подобные встречи помогают нам корректировать наши взаимоотношения, что-то ненужное откладывать на долгий ящик, то, что нужно решить кардинально быстро, передвинуть по планам. Такие встречи властей с жителями здесь проходят довольно часто. По мнению руководства администрации, это лучший способ обозначить и найти решение волнующих горожан вопросов, не откладывая их в долгий ящик. Михаил Тангиев, Султан Булгучев, Новости 24.